В городе Покровске Хангаласского района жители одного из многоквартирных домов жалуются на холод в квартирах. Граждане полагают, что имеет место недоработка со стороны коммунальных служб. В ситуации разбиралась наш корреспондент Саргалана Ильина. В этом доме по улице братьев Синофонтовых, 10, в свое время проживал один из видных деятелей Улуса, бывший мэр города Покровска Николай Рафаилов. Его именем и назван дом. Вот только историческую ценность дома не красит тот факт, что нынешние жильцы буквально замерзают в нем. Каждый год, вот начало сезона особенно, температура очень низкая. Вот ходим одеты, спим под двумя одеялами. Жительница дома Тамара Стручкова уверена, что пониженная температура в квартирах вызвана нарушением циркуляции воды в трубах. Данную ситуацию можно исправить только одним способом. Пускай ТСЖ-центр за счет собственных средств закажет проектную документацию системы отопления, наймет специализированных рабочих за свои деньги, да, и припаяет нам нормально батареи. Председатель ТСЖ «Центр» Людмила Тарасова уверяет, что капитальный ремонт труб в 2011 году был проведен по всем нормативам под чутким руководством Улусной городской администрации и специалистов Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики. Бывают перебои. Вот в данный момент как раз вот низкая температура в этом доме и в близстоящих многоквартирных домах отмечаются перебои, имеются жалобы жильцов на низкую температуру, вот, которую, значит, нам объясняют по причине недостаточной работы котельной. В администрации города признали, низкое давление в системе теплоснабжения обеспечено работой лишь одного сетевого насоса, хотя на деле оптимальное давление должны поддерживать 2 насоса. Наладочные работы по остановке второго насоса ведутся и должны завершиться на момент выхода сюжета. У нас Якутия, да, поэтому у нас на котельной, на любой котельной никогда нет один насос, один котел. Да? 46 градусов для 12 ноября в городе Покровске это нетипично. И все подбирали свои хвосты, то есть все знают, что для 20 градусов достаточно данного давления и данной температуры. Вывод из этой ситуации один. Только с наступлением холодов под минус 40, минус 50 градусов видно, насколько коммунальные службы готовы к отопительному сезону. Виолетта Засимова, Саргалана Ильина, Александр Юрков, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласский Улус.